Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, с какого времени ведется отчет истории Академии наук Республики? 20 декабря 1993 года первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев издал указ о создании Академии наук Республики Саха-Якутия. И время показало за эти 3 десятилетия, что это решение было верным, правильным. Ведь развитие республики должно идти не методом проб и ошибок, методом тыка, а все-таки научно выверенными методами в соответствии с научными исследованиями. И так наша республика и развивалась за эти 30 лет. И я приведу только один пример. Вот в 1994 году в состав Академии наук вошли 4 крупных научно-исследовательских института. Институт языка и литературы, Институт прикладной экологии Севера, Институт луговодства, Институт региональной экономики. И, в общем-то, нам удалось в это время сохранить научные школы. Дело в том, что вот были проблемы с федеральным финансированием, это было начало 90-х годов, и, конечно, вот развитие этих школ, они могли быть просто ликвидированы. Дальше, в 1995 году в Академии наук присоединился Институт Мамонта, вошел. В 1996 году Институт здоровья и в 1997 году Институт социальных проблем труда. Скажите, какой была Академия в самом начале ее пути? Кто ее возглавил? Ну, в самом начале Академия наук, значит, состав ее состоял из 35 действительных академиков Академии наук, действительных членов Академии наук. 5 было членов-корреспондентов, 2 было почетных и 1 иностранный член Академии. Академия наук возглавил Василий Васильевич Филиппов. Это был ректор Якутского государственного университета, и он очень много сделал Академии. Он 3 раза избирался президентом Академии наук, но, к сожалению, он безвременно ушел. И Академия наук во многом, конечно, обязана вот этой личности. Скажите, что значила для науки Якутии комплексная экспедиция 20-х годов прошлого столетия? Якутская комплексная научная экспедиция, которая действовала на протяжении 5 лет, 25-е и 30-е годы, конечно, создала основу или каркас научных исследований республики. Надо сказать, что в то время это был беспрецедентный шаг, когда вот к таким научным исследованиям, к экспедиции в пределах удаленного такого региона было привлечено порядка 400 человек. Это была достаточно большая сила. И вот те открытия, которые они сделали, скажем, в области геологии, биологии, они заложили, вот, например, геологи сделали открытия, которые по существу сделали основу для индустриализации и последующего развития республики, для создания тяжелой горнодобывающей промышленности. То после этой экспедиции даже первые научные подразделения республики, например, незлетная станция после войны, это 1947 год, тот же Институт истории и многие другие подразделения, они были созданы на основе вот как раз выводов этой якутской научной комплексной экспедиции. Геннадий Владимирович, в этом году Академия наук празднует свое 30-летие. Что запланировано к этой юбилейной дате? Ну вот 7-8 декабря мы проводим крупную конференцию, всероссийскую с международным участием, где мы будем рассматривать и изучать проблемы сохранения и изучения родных языков на территории Российской Федерации. И приглашаем специалистов. К нам приедут президенты Академии наук. Вы знаете, что кроме Академии наук Республики Саха-Якутия есть Академии наук Татарстана, Башкортостана и Чечни. И эти президенты к нам приедут. Еще Республика Абхазия.